Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Градоначальником Владикавказа переизбран Сергей Дзантьев. На этой должности мэр с 2009 года. Сегодня его кандидатуру поддержали единогласно. Экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойто дал пресс-конференцию. Политик говорил и об экономических проблемах, которые могут возникнуть у независимого государства, а также сделал акцент на развитие инновационных технологий и сельского хозяйства. С транспарантами и портретом Ленина владикавказцы прошли по главной площади города. Сегодня день начала Октябрьской революции. По случаю этой даты в Северной Осетии состоялся митинг. Эти и другие темы далее подробно. Кто за? Против? Воздержали? Единогласно. Имя главы администрации Владикавказа назвали на внеочередном собрании представителей города. На вакантную должность сити-менеджера претендовало 5 человек. Комиссия с каждым из них общалась лично, предложила ответить на 10 вопросов. Все они касались организации местного самоуправления, социальной сферы, ЖКХ, транспортной сети, градостроительства и архитектуры. По всем критериям лидером оказался нынешний мэр Сергей Дзантьев. Как говорят, коней на переправе не меняют. Мы приняли решение доверить Дзантьеву, тому человеку, который возглавлял и который многое сделал, много не сделал, но еще много надо сделать. Поэтому мы ему и доверили. За предыдущие годы Сергей Дзантьев проявил себя как ответственный градоначальник. За время его работы в должности мэра Владикавказ заметно преобразился. Однако много вопросов по-прежнему остаются нерешенными. Как говорит сам Сергей Дзантьев, задач очень много. Их решение зависит не столько от работы представителей городской власти, сколько от бюджета, который сформируют на следующий год. Вопросов очень много в каждой сфере, Конечно, у нас социальный бюджет, и мы реально понимаем, что социальные проблемы выступают на первый план. Я еще раз повторюсь, надо признать, что какого-то такого роста экономического трудно ожидать, поэтому надежда на решение всех социальных проблем в первую очередь, и, конечно, вхождение в какие-то федеральные программы с тем, чтобы решать те же проблемы детских дошкольных учреждений, потому что только через федеральную программу можно решить этот вопрос. Новоиспеченного сити-менеджера поздравили его коллеги, депутаты собрания представителей города. У них сегодня тоже особенный день. Им вручили удостоверение, подтверждающее их статус. Ангела Кубалова, Яна Гагиева, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ. Вопрос о вхождении Южной Осетии в состав России сейчас на повестке дня не стоит. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил экс-президент независимого государства Эдуард Кокойто. Однако он подчеркнул, что Братская республика по мере возможности будет поддерживать позицию России, в том числе и на международной арене. Что касается воссоединения Юга и Севера, позиция бывшего президента неизменна. Осетия должна быть единой. Но делать это надо не на бумаге, а на деле. В частности, объединять некоторые организации, как это сделали союзы художников, писателей и некоторые спортивные федерации. Кроме того, Кокойто посоветовал уважать выбор, который население Южной Осетии сделало несколько лет назад. Тогда подавляющее большинство жителей проголосовало за независимость республики. Организовывать новый референдум сейчас, по крайней мере, нелогично, отметил он. Политик говорил и об экономических проблемах, которые могут возникнуть у независимого государства. Акцент будут делать на развитие инновационных технологий и сельского хозяйства. Сейчас нам нужно продумать всю экономическую составляющую и опираться на свои собственные силы. Я так думаю, будет правильным, если мы определенно сосредоточим силы на таких технологиях, современных технологиях, инновационных технологиях. Это раз. Второе, сельское хозяйство. Потому что на сегодняшний день Южная Осетия в год завозит приблизительно на 7 миллиардов продуктов из Российской Федерации. Это те продукты, которые можно производить у нас и в Южной Осетии тоже. Проспект Мира весь в красном, лозунги и флаги в честь 97-й годовщины Октябрьской революции. Коммунисты в руках с портретом советского вождя Ленина. Праздничная колонна демонстрантов идет с флагами. На транспарантах красуются призывы «Да здравствует Великий Октябрь». Шествие превратилось в общегородской митинг. Я ребенок того времени, когда была и пионерия, когда были октябрята.
Для меня этот праздник это много значит. Это советский праздник. После царствования Николая II у власти было Временное правительство, но его свергли, и править стали большевики во главе с Владимиром Лениным. Вождь пролетариата лично разработал план восстания Петрограда. На сегодняшний день не существует единой оценки событий 17 года. Кто-то убежден, что переворот стал национальной катастрофой и привел к жертвам. Другие признают революцию уникальным опытом построения общества, социальной справедливости. После февральской революции у нас была разрушена армия, уничтожено какое-либо управление страной. Страна развалилась. И вот большевики ее собрали. Не большевики разрушили, я хочу это подчеркнуть, они ее собрали. В принципе, в границах Российской империи. А после Великой Отечественной войны еще и восстановили то, что было утрачено царским режимом. То есть урок октября заключается в том, это был социальный взрыв, направленный на развитие нашей страны. За последние годы день начала Октябрьской революции утратил свой привычный эпитет «Великий». Сначала этот праздник получил новое название – День примирения и согласия, а вскоре и вовсе исчез из календаря. 7 ноября – обычный рабочий день, но для тех, кто еще помнит советское время, это одна из самых важных дат во всей тысячелетней истории нашей страны. Земфира Лолаева, Елена Черенкова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Прожив не один десяток лет в бараках, моздокчане рады, что их жилищная проблема наконец-то решена. Программа по переселению из аварийного фонда стартовала в 2009 году в рамках майских указов Владимира Путина. За это время построили 5 домов. Новые квартиры получили более 150 семей. Программа эта реализуется на базе софинансирования 3 уровней бюджета. Это местный, республика и федеральный. Большую долю на себя берет федеральный бюджет, это фонд содействия реформированию ЖКХ, и местный бюджет. Также помогает, естественно, республика. Что касаемо финансирования, то все идет по плану. Все сроки, если выдержаны нами, в том числе, как и республикой, то мы получаем все в срок, никаких задержек с финансированием нет. Этот дом полностью готов к заселению. В квартирах автономное отопление, косметический ремонт, установлена сантехника. Застройщики, как и обещали, сдали дом в установленные сроки. Ключи от долгожданных квартир сегодня получили люди, чьи дома уже почти много лет считали аварийными. Нам надо было в сроки уложиться, поэтому как-то в ускоренном темпе приходилось работать, поэтому надо было где-то людей добавлять, где-то как-то вот выходить за рамки нормативов по времени рабочему. Люди постарались, спасибо им всем, кто принимал участие в строительстве в этом доме. Во дворе первых отстроенных домов уже положили асфальт, есть качели для детей, высадили деревья и цветы. Рядом с ними построили еще один, рассчитанный на 18 квартир. Сюда вскоре переедут жители барачного поселка. Там много лет в разрушенных домах живут пенсионеры и многодетные семьи. Не будем брать Диму. Вчера пришла ко мне соседка в гости. Она, бедная, пока у меня час посидела, задубила как цуцик, по ногам тянет. У нас грубо. У соседей грубо выходит ко мне. Меня топят, а у них холодно. Вот так и живем. По информации управления городского хозяйства, очередь на переселение уже сократилась вдвое. Дома продолжают строить. Те же, кто уже получил долгожданные квартиры, обживаются на новом месте. Елена Черенкова, Анастасия Соломатова, Осетия ТВ. Красота, изящество, самобытность. Осетинский шелковый платок издревле считался символом чистоты и женственности. Сегодня появляется все больше интерес к старинной технике золотного шитья и филейному плетению. В этнокультурном центре Арвайден любительницы национального рукоделия осваивают старинные технологии. Профессионал своего дела Зарина Даурова много лет по крупицам собирала знания и теперь делится накопленным опытом с молодыми рукодельницами. Интерес возникает не просто к рукоделию, скажем, старинному. Интерес у молодежи возникает ко всему. Очень приятно это. Возникают молодежные центры, этнокультурные, вот как Арвайден. Есть еще другие. Молодежь повернулась как-то лицом, что ли, в прошлое, к своим корням, к своим истокам. Им это интересно, они хотят знать свои корни. Это очень хорошо.
В 19-20 веках шелкоплетение на Кавказе было широко развито. Сегодня осталось очень мало мастериц, владеющих старинной техникой. Для работы необходима специальная раздвоенная спица и незатейливая конструкция. В ее основе кирпич и губка. На изготовление одного шелкового платка уходит около 2 месяцев и 7000 метров нитки. Должен быть человек очень усидчивый. Просто мало того, что он должен быть усидчивый, он должен это дело любить. Ему должно это доставлять удовольствие. Цветовая гамма платков разнообразна, от самого популярного белого до коричневого. Рукодельницы сами придумывают орнамент, каждая на свой вкус. Мне очень нравится, это занимательно, и вот то, что говорили, что усидчивость нужна, мне кажется, что она у меня есть. Увидела я платки эти, в принципе, в фильме «Эхо ветра». Он мне очень понравился, и потом я пришла в IQ-клуб. Там была встреча с режиссером. И когда они все стали объяснять, откуда они брали все это, когда сказали, что это какой-то музей отдал все свои платки, они очень органично смотрелись в фильме. И я хотела бы сама на самом деле такой подарок своей бабушке сделать. Я думаю, ей будет очень приятно. В старину девушка не могла выйти на улицу с непокрытой головой. Согласно обычаям, во время поединка, если она бросала свой платок между враждующими, бой немедленно прекращался. Времена меняются. Теперь на улицах современного Владикавказа не увидишь ни одну девушку в таком платке. В основном их используют национальные танцевальные и фольклорные коллективы. Также многие невесты стали предпочитать вместо современной фаты национальные шелковые платки. Это подчеркивает самобытность свадебного наряда. Он возвращает память о временах, когда достоинство и честь были на первом месте. Ирина Дзабаева, Тома Валиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.